Здравствуйте, Юля. В этом году у многих возникали, безусловно, сомнения, состоится ли любимый фестиваль в Витебске. Но, тем не менее, я знаю, дирекция прорабатывала разные концепции, чтобы форум прошел. Вопроса об отмене фестиваля не стояло. Сложности, которые возникли в этом году при подготовке к фестивалю, они не беспрецедентные, их ни с чем нельзя сравнить. И тем не менее, внутри, в дирекции фестиваля даже сомнений не было о том, что фестиваль должен состояться. Понятно, что разрабатывали несколько концепций с учетом всех требований, которые необходимо было учесть при подготовке изменений формата фестиваля. Именно поэтому мы очень долго совещались с Организационным комитетом, с Министерством культуры, со всеми заинтересованными ведомствами и учреждениями о том, какой формат выбрать. И именно поэтому мы отказались в этом году от проектов, от концертов на закрытых концертных площадках. Какова география этого года, этого фестиваля? И каким образом участники смогут приехать в Витебск? Как решался этот вопрос? В программе фестиваля заявлены представители более чем 23 стран мира. Мы прорабатываем все варианты, которые связаны с авиаперелетами, с железнодорожными переездами. Благодаря безвизовому въезду в Республику Беларусь возможность посещения фестивальных мероприятий остается у зрителей из нескольких стран мира. Благодаря специально действующему режиму при наличии билетов в летний амфитеатр или на мероприятие в концертном зале «Витебск», в этом году это будет открытая сцена перед концертным залом «Витебск», можно пересечь границу в рамках безвизового въезда. Но если говорить о мероприятиях, уже назвали форум этого года самым крупным Open Air мира. Какие проекты в рамках фестиваля позволил осуществить новый формат? Мероприятия запланированы на сцене летнего амфитеатра. Это открытая площадка, несмотря на наличие крыши. Мы ставим удивительную сцену на площадке перед концертным залом «Витебск». Это будет первый подобный опыт для нас в подобном объеме. И 4 дня в течение фестиваля ежедневно там будет проходить 5, 6, 7 мероприятий, в том числе и международный детский музыкальный конкурс «Витебск-2020». Несколько мероприятий запланированы на площади Победы. Мероприятия состоятся в загородном парке Мазурина, а также улицы и города, площади Витебска будут открыты для всех участников феста уличного искусства «На семи ветрах». В этом году я знаю, что и взрослый молодежный конкурс пройдет необычно. Совершенно верно, Дмитрий. В этом году у нас удивительный опыт, когда 2 конкурсных дня впервые состоятся не самостоятельными проектами в летнем амфитеатре, а один из них будет объединен с концертом закрытия фестиваля. И зрители, которые придут 19 июля в летний амфитеатр, увидят победителей своими глазами, услышат эти песни, которые они будут исполнять, и станут свидетелями церемонии награждения и рождения новой звезды, обладателя Гран-при международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2020». Мне также известно, что организаторы готовят сюрпризы не только зрителям, но и участникам. Сюрприз, подготовленный для Филиппа Киркорова. Филипп Киркоров — неоднократный участник международного фестиваля «Искусств Славянский базар» в Витебске, неоднократно на сцене летнего амфитеатра показывал свои удивительные шоу. И в этом году он стал лауреатом специальной награды президента Республики Беларусь через искусство к миру и взаимопониманию. И звезда с его именем будет размещена на площади звезд в комплексе летнего амфитеатра. Удивительная церемония открытия этой звезды состоится в день открытия 16 июля. И мы очень рассчитываем на то, что в прямом эфире зрители Белтелерадиокомпании смогут увидеть эту церемонию. А скажите, а как ориентироваться тем приезжим, кто отправится в фестивальный Витебск? Каким образом они смогут получать информацию, где ее искать, чтобы не пропустить самое главное и интересное? Вся самая актуальная информация всегда находится на официальном сайте фестиваля. Но вместе с тем в наших официальных аккаунтах в социальных сетях ежедневно публикуется самая актуальная информация. Можно следить за тем, какие артисты приедут на фестиваль, какие проекты появляются в программе фестиваля и описание этих проектов, за которыми нужно и можно следить ежедневно. Спасибо, Юля. Вот-вот начнется фестиваль. Мы сможем непосредственно с вами встретиться в Витебске. Ну а тех, кто не сможет отправиться в эти дни в фестивальный Витебск, следите за эфирами Белтелерадиокомпании, за эфирами телеканала «Беларусь-3». Мы максимально, как всегда, будем освещать все события форума.